Новые стандарты жизни в жилом комплексе «Солнечный город Супер». Колеса не выдерживают напряжения. По ходу одного этапа экипажу Каргинова пришлось поменять сразу две задние покрышки. Но команда сделала это настолько оперативно, что на финише оказалась первой. Одну часть задачи мы выполнили, проверили, что наши машины действительно терпят те неровности, которые предоставляют нам организаторы, наши экипажи терпят. Но доберемся завтра, дойдем, постараемся, но уже и проявить мастерство. У остальных с техникой не все так очевидно. Грузовики справлялись в песчаных условиях, а в каменистых местах приходилось терять время на ремонт. Действительно, машине достается не слабо, тем более сегодняшний день. Начало было такое, вот, как организаторы обещали, похоже на Марокко. Не обманули. Так и было, но очень такие жесткие русла. Впереди непростой экзамен. Помощь механиков на 10-м этапе соревнований запрещена. А весь лагерь гонки останется в Хараде и будет дожидаться возвращения гонщиков. Конечно, иногда нам не хватает мощности, особенно в песках, но мы контролируем ситуацию, мы можем его регулировать изо дня в день. Участников Дакара ожидает первая часть марафонского этапа по маршруту Харад-Шубайтах. Его протяженность 608 километров, 534 из которых придутся на спецучасток, идущий на юго-восток. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Саудовская Аравия. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.